Друзья, вечер добрый. Это у нас Forester третьего поколения. Subaru Forester. 2008 год. Итак, друзья, он стал гораздо просторнее. Это реально теперь большая машина. Если раньше в Forester вы садились сзади, у вас отваливались коленки, вам отрезало их просто передним сиденьем, то есть сейчас у вас реально много места. У вас полноценный кроссовер. Он действительно прям высокий. И он стал очень мягким. Он очень мягким стал по сравнению с предыдущей версией. У него также 2-литровый мотор есть, обычный, 150 кобыл. Есть 2 литра турбо, 230 сил, и 2,5 это 263 лошадиные силы. Ну, то есть машинка будет ехать. Конечно, как X5 лететь не будет, но тем не менее разгон будет у нее интересный. Ну что, давайте заглянем к передним пассажирам. У Subaru ничего не меняется в панелях, то есть у них остается все та же добрая панель с импрезы, точно такая же, вот один в один, это импреза, точно так же все сделано. Руль точно такой же, мультируль. Ну, в общем, вот это все как в импрезе. Даже селектор переключения коробки такой же. Здесь немножечко видоизменили, то есть здесь что-то сделали похожее на форестеровское. Да, дверные карты тоже это импреза, в принципе, один в один практически, за исключением вот этой полосочки. Ну, все прям похожее. Сидушки такие достаточно приятные, не усосанные. В предыдущих, опять же, Subaru они очень быстро изнашивались. Здесь, я смотрю, все как-то вроде поприятнее сделано. Ну, что мы здесь видим? Круиз-контроль, мультируль, управление музыкой, управление компьютером. Пробег у этой малышки 143 километра. И выглядит, я вам скажу, для такого пробега она очень даже прилично. Коробка у нас обычный автомат, 4-ступенчатый, насколько помню, да, 5-ступку, по-моему, сюда не ставили еще. Вот, спорт режим, то, о чем я говорил, то есть пониженные, повышенные передачи на Subaru, это также очень удобно реализовано, лично пользовался, прикольная вещь, машина ездит гораздо веселее. Подогрев сидений, эко-режим, ну, я не знаю, такая фигня, которая, по-моему, только машину тормозит, но не замечал я, чтобы она уменьшала расход. Бардачок у Subaru достаточно большой. Сюда реально можно кидать много хлама, сюда положить кошелечек. Ну, прям все так классно сделано в этом плане. Кармашки приятные здесь. В принципе, Subaru это такая, ну вот, машина для отдыха, для путешествий. Она простая, и ее даже, если где-то зацепил, ну, не так жалко будет, наверное, как какой-нибудь. Ну, на Цельсиоре ты не поедешь отдыхать, на Марке, наверное, тоже. А на Subaru Impreza или Legacy, в принципе, это как-то проще реализовать. Кстати, максимальные комплектации, они идут на коже. Кожа будет здесь очень классно смотреться. Очень простое управление, смотрите, у нас сиденьями, то есть вперед-назад, и спинку наклонить, опустить, по-моему. Ну и вниз-вверх. Но вниз-вверх здесь двигается только водительская. Пассажирская там вниз-вверх не двигается, насколько помню, там только лишь вперед-назад и спинка. Далее. Второй ряд, он же и последний. Вот то, о чем я говорил, здесь реально много места. Я сейчас сидел спереди, мне места хватало. И вот я сяду сзади, давайте. Сел я сзади, ну, вполне прилично. Здесь я себя сейчас комфортно чувствую. А вот в этом поколении, во втором, места меньше, реально сзади места меньше. Здесь прям все стало уже по-человечески. Такая вот штука, полагаю, здесь подстаканники, да, так я и думал. Классно сделано, да, сюда можно кинуть телефон или, не знаю, бутерброд, поставить стакан и сюда еще что-то набросать. Плюс есть вот такой вот подлокотник небольшой для локтей, естественно, это же для локтей подлокотник. Ехать комфортно будет, места много, над головой тоже остается сантиметров так 20, наверное, места. По комплектации у нее 2 подушки, передняя водительская и пассажирская, сзади подушек нет, но вот, как я понимаю, здесь места для подушек в принципе предусмотрены для максимальной комплектации. Музыка у нас в дверях здесь, в дверях спереди также, да. Ну и давайте сейчас заглянем в багажник, что является таким, да, основным моментом для подобного рода машин крупных. Кроссоверов. Прилично, посмотрите, да, вот какой большой прямоугольник получается. Что мы здесь видим? Та самая полочка, которая, в принципе, вот так вот, если нужно, мы хотим что-то провести секретно, мы вот так можем закрыть. Но вряд ли это поможет.
Вот, эта штучка убирается таким образом. Сиденья, как видите, откидываются. Давайте сейчас попробуем это сделать. Это здесь очень легко сделать. Так, раз и два. Вот такие вот защелочки. Они даже сами сиденья вперед туда как-то отстреливают. То есть вот эту полку убираем. Очень легко она все это делается. И у вас реально огромный багажник. Холодильник вы здесь точно запросто отвезете. И мотоцикл вы сюда положите небольшой без проблем. Вот здесь у нас тоже большой такой отсек. Сюда можно много чего положить. Куча разного инструмента. Плюс запаска. По традиции, смотри, какая большая запаска, прям докатка огромная. Здесь все чисто, аккуратно. Все как всегда, в принципе. Все очень приятненько. Как я понял, здесь есть такие кнопочки, которые... Да, смотрите. Сейчас я вам продемонстрирую. Смотрите, как японцы поступили. Они сделали вот такие вот кнопочки. Это прям топчик. Вот видите, написано... Дерните за кнопочку, и сиденье отвалится. Итак, дернули за кнопочку, сиденье отвалилось. Так, дергаем за эту кнопочку и смотрим на сиденье. Всем видно, я надеюсь? Не, вот так лучше. Оп. Ну круто же. Круто, реально. А я полез, как русский Ваня, туда вот этими штуками открывать все. Ну что у нас здесь еще есть? Крючок, если нужно. И вот очень мне нравится на Subaru, на Forester такая вещь, это прикуритель сзади. Это классно, когда вы можете... Ну вот реально сесть в багажник, можно залезть и заряжать телефон, ноутбук, смотреть фильм. Представляете, как круто можно вот сюда вот это все разложить, сиденья отодвинуть, их можно тоже положить, да, и кинуть матрас. То есть это не автобус полноценный, да, такой кроссовер, в котором, в принципе, вы будете себя хорошо чувствовать где-то в путешествиях с семьей. Ну, вдвоем вы тут точно будете спать легко, троем, не знаю. В принципе, я думаю, тоже возможно. Давайте и дальше заглянем под капот. У нас, кстати, колеса здесь какие стоят? Так, по-моему, 16-е, 17-е. 17-е колеса заводские. Вот эти субаровские колеса очень, кстати, подходят для машины. Заводские, прям на Legacy похожий рисунок. Классно смотрится. Друзья, ну что, вот открыл капот, дабы показать вам Subaru. Практически один в один, все как на Импрезе, на Legacy, на Forester, по-моему, практически всех поколений, ну, по крайней мере, этих свежих. Все одинаково. Сейчас у нас вроде как немножечко они стали поинтереснее моторы делать. Ну, в принципе, простой мотор. Доступ очень здесь удобный. Вот эта вся тема по поводу замены свечей, это такая тоже миф на самом деле. Свечи сбоку вон там меняются очень легко, раз-два. И 3-4 все это делается, в принципе, чуть дороже, но не 10 тысяч рублей, не 5 тысяч рублей. Вот такой вот обзорчик, друзья. Оцените, напишите какие-то комментарии, что вам в машинке понравилось, не понравилось. Может быть, я чего-то забыл рассказать. Вы добавьте, пожалуйста, в комментариях. И переходите, наверное, по ссылочке справа вверху на обзор с предыдущим поколением, со вторым. Вон тот черный Forester, делали на него на такой же обзор. Посмотрите, сравните. И всем пока, удачки на дорогах, ребят, пока-пока.